Обсудить различные вопросы и найти возможные пути их решения с главой государства. Такая возможность есть у каждого жителя республики. Сюда, в администрацию президента, приходят люди с различными просьбами. Уже с утра здесь многолюдно. К 10 часам в приемной на первом этаже собрались более 20 человек. Граждане проходят регистрацию и занимают место в очереди. У каждого из этих людей своя история, свои проблемы, а самое главное – надежда на скорейшее их решение. Большая часть обращений касается решения экономических и социальных вопросов, а также вопросов трудоустройства и даже религиозных тем. На прием к Аслану Бжане пришли и священнослужители Новоафонского монастыря. На встрече с президентом они обсудили несколько важных тем, касающихся духовной жизни страны. Одна из них – дарование Абхазии автокефалии, то есть воссоздание Абхазской православной церкви. Это вопрос очень сложный, непростой. Здесь очень много подводных течений, да, и безусловно, когда мы об этой теме говорим, прежде всего возникает вопрос выхода из состава грузинской церкви, да, потому что все православные церкви в мире сегодня нас признают частью грузинской православной церкви. И мы должны сделать все возможное и убедить главным образом международное православное сообщество, что уже прошло 27 лет, нужно по-новому на этот вопрос посмотреть. У нас уже есть новое свое государство на новом этапе нашей новейшей истории, а, соответственно, остальные вопросы тоже должны соответствовать, да, реальному сегодняшнему положению. Нельзя смотреть на абхазский церковный вопрос глазами дореволюционного человека или средневекового человека. Тогда были другие реалии. Сегодня мы живем в 21 веке. Единственный выход из этой ситуации, по словам иеромонаха Дорофея Дбар, создание межправославной комиссии с участием всех заинтересованных сторон. Эта тема обсуждалась не раз, однако решить вопрос пока не удалось. Как сказал иеромонах, болезнь национализма царит в головах не только грузинских политиков, но и у иерархов грузинской церкви. Трудность создания межправославной комиссии заключается в том, что прежде всего грузинская церковь в этом не заинтересована. Она 27 лет нас блокирует. Для простых людей, которые иногда какие-то нюансы церковные не знают, хочу отметить, что у нас проблема не с русской церковью, потому что мы не были в составе русской церкви, и, значит, мы не ставим вопрос о выходе из состава русской церкви. Да? Мы говорим о том, что нас включили в состав грузинской церкви. В 1943 году мы об этом говорили. И включили по непосредственному влиянию тогда Сталина и грузинского руководства, которые и тогда защищали в советское время, в том числе религиозные свои интересы. И поэтому мы ставим вопрос, значит, что вот грузинская церковь – главный источник нашей сегодняшней проблемы. По словам иеромонаха Дорофея, президент Аслан Бжане отнесся с пониманием к их позиции. Мы не ставили целью, что вот сегодня нам нужно решить все существующие проблемы или трудности. Это невозможно. Мы же это прекрасно понимаем. Да? Но я бы даже сказал, это больше обмен мнениями, да, по вопросам церкви, по религиозным вопросам, по ситуации. Да? Больше часа шла встреча президента республики со священнослужителями Новоафонского монастыря. Охватить все темы в рамках одного приема и быстро найти пути их решения сложно, отметил глава государства. Я к вам приеду часа на 3-4, а может даже приеду к себе туда в резиденцию с ночевкой, и мы потом посидим, пообщаемся, походим, посмотрим. Я просил бы вас не спешить. Религиозная тема была одной из многих, которую сегодня граждане республики пришли обсудить с главой государства. В приемный день с различными просьбами к президенту республики приходит более 50 человек. Гугу Савардания, Томас Чиковани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.